Доброе утро, Якутия. Это пятница на дворе. Это уже 2 июня, второй день лета. И утро Якутии вместе с вами на телеканалах Якутия, 24, НВК, Саха. Катерина Винокурова, Павел Танин. Последний рабочий день недели. Встречаем вместе с вами. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь позитивом и бодростью на предстоящий день. Давайте узнаем, что же мы сегодня для вас подготовили. Ученые выяснили, что спортивные секции благотворно влияют на физическое и психологическое развитие мальчиков. Они пришли к выводу, что занятие спортом помогает мальчикам уже во взрослой жизни решать ряд эмоциональных проблем. Тему спорта мы продолжим утренней зарядкой. Ну а в рубрике «Полезный завтрак» сегодня приготовим одно интересное блюдо, такое родом из зарубежной страны, но очень-очень вкусное. А кроме того, так покажем наши традиционные рубрики «Мой питомец». И в гостях во втором блоке у нас будут гости из кадетской школы, расскажут нам об участии на всероссийском конкурсе юноармейцев. Ну а эфир завершим традиционно музыкальным клипом. Так что оставайтесь с нами. Еще больше новостей вы узнаете, подписавшись на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Подписывайтесь, принимайте активное участие, следите за последними событиями. Да, очень много интересного, помимо того, что проходит в эфире, там появляется. Ну а по традиции начнем день, конечно же, с чего? С информации о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 8-13 градусов тепла. В Заречной группе 12 и 15, в южных от 5 до 9, в Вилюйской группе 5 и 10, в Нижнеленских 8 и 9, в западных 4 и 10, в Колымо-Дигирской группе от 1 до 11 градусов тепла, в Янских 5 и 7, на северо-западе 7 и 11. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила плюс 13 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный, северо-западный 2 метра в секунду. Днем нам обещают без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла. Ну а коль скоро начинается утро, точнее, оно уже в самом разгаре для нас, для кого-то только начинается, одна из главных процедур, конечно же, позавтракать. Завтрак, да, вариаций много. Кто-то любит каши, кто-то бутербродики какие-то делает там с рыбой какой-нибудь красной, да, вот так классно там авокадо размазывать, вот это вот все. А мы сегодня вам предлагаем приготовить японский омлет. И из чего же лучше это делать? Конечно же, омлет любой делается из яиц, и вот на помощь придут, конечно же, яйца от якутской птицефабрики, потому что с 1969 года якутская птицефабрика, свою продукцию нам снабжает население. Вкусно, качественно, и в любом фирменном магазине можно всегда приобрести. Да, свежий, вкусный завтрак вам обеспечен. Вот, например, тот же японский омлет. Всем доброе утро. Сегодня будем готовить омлет в японском стиле с тигровыми креветками. Я их уже заранее почистил. И бананом. Очищаем банан. Банан нарезаем вот таким образом. Не мелко, не крупно. Ну, вообще, на ваш вкус. Так. Далее нам нужно отделить белок от желтка. Белок мы будем взбивать. Белок взбиваем до пены, пышной стойкой пены. Вот приблизительно до такого состояния. Желтки смешиваем с молоком. Соль.
Вот наш омлет готов. Приступаем к выкладке. В принципе, ингредиенты можете положить на свое усмотрение, начинку. Всем приятного аппетита! Достаточно просто, да, готовится это блюдо? Ну, аппетитненько, да. Приятного аппетита, кстати, всем. Да, если вы сейчас готовили вместе с нашей рубрикой, просто замечательно, я думаю, очень гастрономический восторг у вас сейчас должен образоваться. Ну а тем временем спорт улучшает поведение мальчиков, об этом сообщают ученые. Так, исследователи из Университетского колледжа Дублина проанализировали данные, касающиеся свыше 11 тысяч ирландских мальчиков и девочек. Когда всем детям исполняется год, 3 и 5 лет, родители должны были отвечать на вопросы по поводу их поведения, психологических особенностей, отношений со сверстниками и так далее. Кроме того, родители предоставляли информацию о том, занимаются ли их 5-летние дети каким-либо организованным спортом. Анализ собранной информации показал, что мальчики, которых рано отдали заниматься футболом, регби, баскетболом или другим спортом, к 5 годам начинают вести себя гораздо лучше, чем их ровесники с задержкой развития, которых в спортивные секции не водили. При этом на поведение девочек занятия спортом никак не повлияли. Это может объясняться тем, что у девочек раньше и быстрее, чем у мальчиков, развивается способность контролировать свое поведение, считают ученые. Ну а раз мы заговорили о спорте, тогда давайте это утро начнем с зарядки. И сегодня вас зарядит энергией Валерия Олесова, участница игр Манчары, абсолютная чемпионка по якутским прыжкам. Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Валерия Олесова, и я являюсь абсолютной победительницей игр Манчары по якутским прыжкам. Сегодня я вам покажу несколько базовых упражнений, чтобы быть всегда бодрым и держать свое тело в тонусе. Первое упражнение. Исходное положение, ноги врозь, руки на пояс. Выполняем круговые вращения головой. Начали. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение также ноги врозь. Поднимаем правую руку наверх и делаем рывки руками назад. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Третье упражнение. Также исходное положение. Ноги врозь, руки на пояс. Выполняем наклоны направо и налево. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2. Закончили. Следующее упражнение – это исходное положение. Ноги вместе. Наклоняемся вперед. Пытаемся достать до земли, до пола. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Следующее упражнение – это у нас будут выпады вперед правой и левой ногой. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. Закончили. На этом, дорогие телезрители, я с вами прощаюсь и желаю вам отличного дня. Пока! В столице региона минувшим днем прошла пресс-конференция, посвященная теме спорта, где были обсуждены вопросы развития детского спорта и спортивного движения в регионе. Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Якутии, Малая академия наук и Целевой фонд будущих поколений. Приглашенными экспертами выступили Сослан Людвигович Рамонов, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро, и Баир Даржиевич Баденов, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине. И именно сегодня они у нас в гостях. Сослан, уважаемые Баир, гости, доброе утро. Доброе утро. Ну вот расскажите о цели пребывания вашего в Якутске. Нас пригласили, и отказываться это вообще не про нас. Да, еще и в Якутск всегда охотно летаю. Ну, я за себя буду говорить, потому что у меня здесь очень много хороших событий связано, положительных. Всегда мне здесь как-то и народ рад, сам рад, и охотно соглашаюсь. Да, это, конечно, тоже эта цель пребывания, это чисто поддержка наших спортсменов, тоже лучников здесь, якутских, поэтому с удовольствием приехал. Ну, главная цель, вот прошла конференция, как мы сказали, да, вот что обсуждалось конкретно? Конференция, мастер-классы, общение с ребятами. В общем, Какие впечатления у вас от молодежи нашей? Молодежь заряжена, очень много энергии, хотят заниматься, хотят развиваться, и, в общем, таки прет от них. Так что Мотивированы на спорт. очень-очень, и их энергия заряжает нас, и тоже, наверное, заново надо начать заниматься спортом. Ну, наверное, они очень радуются, когда такие гости приезжают, да, именитые. Ну, вот, например, из моего детства, когда к нам приезжал какой-нибудь спортсмен с большими достижениями, это для нас какой-то большой праздник бывал. Так что, я думаю, для них это то же самое. Сослан, Баир, мы прервемся ненадолго, да, пауза. после чего продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас предлагаем блок новостей. Новая категория ветеранов начнет получать выплаты. В конце апреля вступил в силу федеральный закон о наделении жителей осажденного Сталинграда статусом ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь, как поясняют в соцфонде, на таких граждан распространяются льготы и меры соцзащиты, которые есть, например, у награжденных знаками житель блокадного Ленинграда или житель осажденного Севастополя. Статус ветерана Великой Отечественной предоставил жителям осажденного Сталинграда право на ежемесячную денежную выплату, размер которой сегодня 3896 рублей, и набор услуг, включающий бесплатные лекарства, медицинские изделия, проезд на пригородных электричках и санаторное лечение. Мошенники запустили схему повторного обмана россиян, которая основана на обещании вернуть потерянные деньги. Схема обмана проста. Мошенники предлагают в течение 2 недель вернуть деньги, которые пользователь потерял ранее из-за интернет-мошенничества. При этом существует ряд условий. Похищенная сумма должна составлять не менее 500 или 1000 долларов США, а само хищение средств с карты или счета должно произойти не более 3-5 лет назад. От потенциальной жертвы требуют оставить заявку на специально созданном мошенниками сайте. После этого с ней связывается менеджер, который вынуждает совершить необходимые действия от предоставления данных банковской карты до оформления кредита. Бизнес-зал аэропорта Якутск закрывается на капитальный ремонт и перепланировку. В ходе ремонта бизнес-зала будет реализована более удобная технологическая схема обслуживания посетителей, произведена полная замена оборудования и мебели, модернизирована система освещения, обновлена визуальная навигация согласно новому дизайн-проекту, говорится в сообщении. В лаунже будет доступен дополнительный набор услуг, питание по системе «Шведский стол», «Детский уголок». При этом сохранится отдельная регистрация пассажиров на рейс, а вход в бизнес-зал будет открыт со стороны общего зала регистрации. В
Санаторий профилакторий «Горняк» теперь работает со вторника по воскресенье. В эти дни посетителей ждут с 8 утра до половины 10 вечера. Так что трудящиеся жители Мирного смогут поправить после работы здоровье или в выходной. Администратор подберет время и запишет пациента, а вот список необходимых процедур определит врач-терапевт на предварительном осмотре. Сейчас в «Горняке» действуют 8 индивидуальных программ: радость движения, здоровое сердце и сосуды, женское и мужское здоровье, свободное дыхание и другие. Поправить здоровье в профилактории может любой желающий мирненец. Программа, например, «Свободное движение». Это основано на оздоровлении опорно-двигательного аппарата, специально для позвоночника. При остеохондрозах, и туда включаются, конечно, процедуры, как ручной массаж, магнитотерапия, теплолечение, физиопроцедуры, водные процедуры, например, как гидромассаж и циркулярный душ. Санитарные правила, которые будут действовать для летних лагерей в этом году, не содержат запрет на массовые мероприятия с участием родителей, но проводить их можно будет только на открытом воздухе. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время некоторые требования, введенные во время пандемии, в оздоровительную кампанию этого года сохранятся. Это фильтры при приеме детей в лагерь, ежедневные осмотры детей и персонала, применение дезинфицирующих средств при уборке и запрет проводить массовые мероприятия в помещениях. Утро Якутии. Продолжаем нашу беседу с нашими гостями. В гостях у нас Аслан Людвикович Рамонов, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро, и Баир Доржиевич Баденов, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине. И вот обсуждаем вообще тему спорта глобально. Накануне прошла пресс-конференция, как мы уже говорили. А вот расскажите, какой дальнейший план работы у вас? То есть не только на пресс-конференцию вчерашнюю вы приехали. Сегодня выезд будет в Горный, там тоже с ребятишками будем встречаться и тоже показывать, делиться своим опытом с ребятами. Вот сегодня еще один выезд. И Сослан тоже, да, у нас? Да, сегодня насыщенный день, и у нас выезд в Чурапчу. Также будут мастер-классы, общение с ребятами и много-много всего интересного. Ой, как здорово, наверное, вас там очень ждут. Да, а мы как ждем. Поэтому Горный район и Чурапчинский район сегодня, наверное, вот в предвкушении. Да? Ну, коль скоро говорим мы именно про детей, да, про детский спорт, вы как уже, так сказать, люди, закрепившиеся плотно в спорте, вот вопрос такой, наверное, в каждом ли ребенке можно раскрыть талант, или все-таки вот к спорту это вот какое-то вот врожденное должно быть от природы заложенное? Как вы считаете? Ну, на мой взгляд, я думаю, что ни один человек не сможет определить вот на глаз, что вот этот человек станет каким-то великим спортсменом, а это нет. Потому что очень много примеров, когда человек вроде бы и физически одаренный, крепкий, но в конце ничего не получается. А есть дети, которые хрупкие, щупленькие, из них вырастают какие-то большие феноменальные спортсмены. Так что я думаю, что... Тут, наверное, какая-то связь вот именно и физического, физического состояния, физических данных и характера. Да, я думаю, больше вот внутренняя сила человека, характер, который сидит в человеке, это больше дает, чем внешняя оболочка. Ну да, вот часто же бывает, да, согласись, Паш, что не верят в человека, в ребенка, да. А он потом показывает всем, да? Да, так и есть. Характер. Да. Вот что вы вообще можете сказать о поддержке детского спорта в нашей республике? Ну, видно, что очень хорошо поддерживается. Это очень отрадно. Очень рада вот это все видеть своими глазами. Это такой праздник вчера был. И дети восхищены. Это очень хорошо. Как оцениваете вообще наши спортивные объекты? Успели посмотреть, съездить, где-то побывать? Ну, я здесь не первый раз. Я здесь достаточно часто уже побывал, так что я практически местный. И со всеми спортивными объектами я знаком. И на хорошем уровне. Да, есть к чему стремиться, есть над чем поработать, но я думаю,
жаловаться грех. Я тоже здесь не первый раз, и очень много раз, уже раз четвертый, наверное, уже приехал. Насчет спортивных объектов, очень жалко, что у наших лучников нету своего лукодрома. Это очень жалко. Лукодрома? Да. Если бы она была бы, спортсмены приходили бы, в любое время можно было бы приходить, стрелять, тренироваться, чтобы никому не мешать. И это было бы очень здорово. А так я все видел, до этого приезда все видел, так все хорошо. А вот можете ли какое-то сравнение дать? То есть, ну, в других регионах нашей страны огромные, необъятные, наверное, тоже бывали и не раз. Ну вот как-то в Якутии хотя бы вот даже по спортивным объектам где-то в середнячке находится или наоборот даже как-то в лидерах и все очень хорошо? Есть места, где и намного хуже. Есть такие места. Но сравнивать, например, с Москвой, с Питером и с другими большими городами, наверное, не стоит. Туда нам надо стремиться, но до них пока далеко. Ну и перед тем, как прощаться, что бы вы пожелали нам, якутянам, подрастающему поколению, тем, кто хочет заниматься спортом? Ребятишкам пожелать хочу крепкого здоровья, чистого неба над головой, побольше праздников, радости, чтобы мы их всегда оберегали. А якутянам всем только здоровья и хорошего настроения. Спасибо большое. Спасибо большое. Такое у нас замечательное утро с чемпионами, да? Да. Здорово. Ну а мы продолжаем. Сегодня, напомню, 2 июня на календаре. Что у нас сегодня отмечается? Очень много интересных праздников. Всегда можно найти, зайти посмотреть. Иногда даже не знал, что такое существует. Что-то сегодня, по-моему, с питанием было связано. День здорового питания. День здорового питания, кстати, вот продолжая тему спорта. Здоровое питание — это всегда хорошо. Это, мне кажется, основа да просто вот хорошего вот тонуса у человека, работоспособности и энергии. Ну а какие еще праздники сегодня можно поставить галочку в календаре? Давайте узнаем. В России День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Это альтернативный русский ответ американскому дню обжорства, национальному дню, когда можно есть то, что хочется. По народному календарю, если 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый. Кроме того, дождь сегодня говорит о том, что в декабре начнутся снегопады. 2 июня 1905 года президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в русско-японской войне. 2 июня 1946 года на референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии. В этот же день, в 1953 году, в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. 2 июня 1955 года – день рождения космодрома Байконур. С него был запущенный первый в истории искусственный спутник Земли в 1957 году и первый космический корабль с человеком на борту в 1961. 2 июня 1740 года родился маркиз де Сад, французский писатель, аристократ и философ. 2 июня 1743 года родился Александро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист. В 1937 году 2 июня родилась Юнна Морец, советская и российская поэтесса-переводчица. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей. Вот наступило лето, еще вчера, второй день, все радостные и так далее. Особенно дети. Особенно учителя. Особенно дети, а и учителя. Но учителя еще не факт, потому что на самом деле школьный год заканчивается, а у учителей еще много работы. Да и если говорить про выпускные классы, то, конечно, сейчас этот месяц, он тяжел. Особенно классные руководители за своих выпускников всегда очень переживают и так далее. Поэтому учитель — это такая очень профессия интересная, которая вроде бы вот учитель да учитель, а на самом деле человек всегда за твою судьбу радеет. И вот сегодня в рубрике «Моя профессия» как раз-таки о профессии учителей расскажем. Привет, я Иван, мне 27 лет, и я учитель физики. Как я пришел в эту профессию, это отдельная большая история. Инженер сотовой связи, который стал учителем, звучит довольно-таки интересно. При этом в школьные годы я не помню ни одной мысли, когда я думал об учительской профессии. И
Оказывается, вот так и происходит иногда, что не человек выбирает профессию, а профессия выбирает человека. Многие учителя убеждены в том, что дети, они должны делать все то, что им скажут, и они всегда должны подстраиваться под учителя. То есть пришел вот учитель на урок, и все дети должны сидеть с открытыми ртами и смотреть на учителя. И это должно быть по умолчанию. Но я думаю, учитель сам должен всегда стараться быть в теме с ребятами и подстраиваться под них. Я думаю, это то, что меня отличает. То есть я, конечно, стараюсь всегда соблюдать какие-то рамки, границы, и все-таки не играть же с ребятами лучшего друга. Но, тем не менее, я всегда стараюсь разбираться в том, чем интересуются мои ребята, чем они живут и что они вообще ожидают от этой жизни. И изначально, когда я пришел в школу, у меня была миссия вести свои уроки так, чтобы дети чувствовали себя комфортно и чувствовали себя защищенными на моих уроках. Когда мне предложили заменить учителя физики на 2 недели в своей родной школе, я тогда жил в городе Якутск, и вдруг моя жизнь разделилась, и мне пришлось жить на 2 места. В Якутске, где осталась музыка, и работа в Бердыевстяхе, расстояние между которыми 200 километров. Все-таки 3 часа езды туда и обратно стоило того, потому что как бы хорошо мне не было в городе Якутске с музыкой, все-таки я понимаю, что мое предназначение — это школа. Вообще, хоть лично я никак не связан со сферой образования, в принципе, всегда приятно вот наблюдать за молодыми специалистами, которые идут вот именно в педагогами, учителями и обучают детей, потому что идут в эту сложную профессию. Да, они могут же вот эти вот знания, вот этот большой вот этот объем, они же могут как-то креативно, если еще с энтузиазмом, то очень, очень хорошо усваивается информация у детей тогда. Да. А мы продолжаем. Создатели детского киножурнала «Ералаш» к 50-летию проекта, который отметят в следующем году, планируют снять полнометражный документальный фильм о его основателе и художественном руководителе Борисе Грачевском. И хорошая новость. Хорошая новость? Да, это хорошая это новость. Очень хорошая Ты смотрел новость. в детстве «Ералаш»? Я, ну, конечно. Кто не смотрел в детстве «Ералаш»? Как говорится, кто не смотрел в детстве «Ералаш», киньте в меня чем-нибудь. Все мы его смотрели, я думаю, хотя бы одну серию, хотя бы один какой-то эпизодик. Нет, я помню, да, я каждый день. Это бразильская система, по бразильской системе, вот это вот бабушка. Кто помнит, кто же не помнит. Да, и вот ты знаешь, оказывается, в Якутии, а конкретно в селе Сунтар, живет мальчик, который снимался в этом замечательном проекте, и даже не 1 раз, а целых 3. Его зовут Давид Зорин, и с ним и его родителями на празднике, посвященном окончанию учебного года, встретились наши коллеги в Сунтаре. Давид Зорин прошел большой кастинг среди сотен детей и стал актером детского киножурнала «Ералаш». Мальчика пригласили на конкурсный отбор во время участия в научно-практической конференции «Шаг в будущее» в Сочи. Харизматичный, артистичный мальчик по приглашению именитых кинематографистов снялся в 3 сериях и, что примечательно, во всех исполнил главные роли. Мои первые впечатления были замечательными. Это было что-то с чем-то, что-то на уровне чего-то высшего. Неожиданно. Ну, прошел кастинг, поучился, и тут главная роль сразу. Это для меня было большое счастье. Благодаря основателю киножурнала Борису Грачевскому маленькие артисты погружаются в увлекательный мир кинематографа. Именно отсюда вышли многие именитые сейчас артисты кино. Однако Давид решил связать свое будущее с профессией дипломата. Он живо интересуется наукой и политикой. Во время пандемии дистанционно учился в школе актерского мастерства. Учили сам Борис Грачевский, известные актеры Аронова, Запашный. Помимо политики и дипломатии, мальчик интересуется физикой, биологией и иностранными языками. Этим летом планирует поехать по приглашению в исследовательский лагерь в Иссык-Куль. А интерес к наукам ему привил дедушка, директор и основатель политехнического лицея Олег Сосин. Как видим, правильные установки и нацеленность на будущее дают свои плоды не только в науке, но и в творчестве.
Ксения Еремеева, Ниргуяна Харчасова, Герман Иванов, Сунтар. Как отрадно за Давида, да, что наш якутянин такой эмоциональный, прям. Я думаю, у него большое будущее. Все может быть, главное не свернуть с пути и выбрать его. Вот такие дела. Катя, а вот смотри, ты вообще готовишь? Конечно, я очень люблю готовить. Мясо любишь готовить? Очень люблю готовить. Вот. А вообще только мясо? Ну да, мясо. Очень люблю курицу, моя любимая. А мясо. моешь ли Любимый ты вид мяса. курицу перед тем, как Обязательно. приготовить? Обязательно. Обязательно. А на самом деле вот зря ты это делаешь. Почему? Потому что какой продукт нельзя мыть перед приготовлением, выяснилось, что это вот как раз-таки мясо птицы или курицы. Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки совместно с Университетом Северной Каролины провели эксперимент и пришли к выводу, что мытье курицы способствует повышению риска пищевого отравления. Почему же нельзя мыть курицу? Это объясняется тем, что сырое мясо птицы может быть источником таких вредных для человека бактерий, как сальмонелла, кампилобактер и клюстридия перфрингенс. Для избавления мяса от патогенных бактерий его необходимо подвергнуть температурной обработке, а промывание под струей воды, напротив, способствует попаданию бактерий на поверхность кухни. После разделывания мяса птицы обязательно мыть руки с мылом, не притрагиваясь к поверхностям или продуктам. Вот, то есть получается, что мясо мыть не надо, а руки после него надо прям хорошенечко, да, с мылом. Да. С мылом. Вот не знала, что после этого нельзя дотрагиваться до поверхности. То есть ты раньше как бы курицу мыла, а руки потом не мыла? Так это Нет, конечно, мыла. Все. Конечно, мыла. Ну тогда тебе просто один элемент надо убрать, не мой мясо больше. Все. Забудь про это. Хорошо. Отныне, с этого дня не буду. Давай, мы будем за тобой наблюдать, мы за тебя очень переживаем. Все. Хорошо. Ну а в чистоте надо содержать и домашних питомцев, ведь с наступлением лета многие горожане вместе со своими питомцами чаще проводят время на улице. Это и правильно, но после каждой прогулки надо обязательно мыть лапки. А чтобы животное было здоровым, каждый год надо обязательно его водить на вакцинацию, чтобы избежать различных заболеваний. Сегодня в нашей рубрике «Мой питомец» мы вам расскажем, как правильно вакцинировать животных. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать с вами о вакцинации домашних животных. С 2 месяцев обязательно нашим кошечкам и собачкам требуется вакцинация. Первая вакцина у нас идет от вирусных заболеваний. Через 21 день мы обязательно ревакцинируем наше животное. У нас идет уже как вирус плюс бешенство вакцина. Вакцины у нас бывают российские, бывают импортные. Для декоративных домашних животных, конечно, импортные прививки в приоритете, потому что они легче переносятся и вызывают меньше последствий. Российские вакцины предназначены для более крупных собак. Вакцинации подлежат все клинически здоровые животные. Для этого, подойдя на вакцинацию, обязательно ветеринарный врач осматривает ваше животное и дает допуск. Всех домашних животных нужно обязательно вакцинировать, независимо от того, сидят они у вас дома, не выходя на улицу, либо они у вас гуляют. Потому что есть очень большая опасность того, что сам хозяин может принести дома на обуви вирус, который передастся животному. Здесь представлены вакцины Биокан, это импортные вакцины, и наши российские Мультикан, Астерион. Также представлены вакцины для кошечек Робифел и Мультифел. Обязательно, придя на прием к ветеринарному врачу, вам выдадут ветеринарный паспорт, в котором в дальнейшем будут вклеиваться все ваши вакцины, дегельминтизация и прочее. Сейчас как раз у нас началась весна, пошло потепление. Всем животным обязательно нужно пройти дегельминтизацию, вакцинацию. И заботьтесь о своих питомцах, приходите в ветеринарные клиники и получайте вакцины. Но, к сожалению, не все хозяева домашних животных ответственны, заводят щенков, котят, а потом, когда они немного подрастут, как правило, не справившись с воспитанием и уходом, выкидывают их на улицу. Отсюда и проблема с бродячими животными, но и к счастью, есть люди с добрым сердцем, которые берут к себе таких собак и кошек. Об одной такой женщине, жительнице Тамота, наш следующий сюжет. Вот это у нас знаменитый Кай, который единственный в нашем городе гуляет вот с таким приспособлением.
Кай у нас жертва человеческой жестокости. В него стреляли. Во время рентгена обнаружили, что у него в позвонке застряла дробина. Но он живет сейчас полноценной жизнью, не хуже, чем другие собаки. И все его любят. Ребятишки, особенно когда приходят к нам. Да, Каюшка? А 2 года назад, когда Кай попал к Ирине Ивановне после 2-месячного безрезультатного лечения в ветклинике Алдана, мало кто верил, что пес выживет. Вот у нас колготочки теперь красненькие, красивые. Да, зато повязочки не сваливаются, да? Вот так вот, хорошо. Любовь и забота сделали свое дело. Самодельную тележку, которую смастерили из пластиковых труб, пес освоил сразу. И сегодня Кай почти ничем не отличается от других здешних питомцев. Больше, чем ему, повезло другой собаке, которого здесь назвали Антоном. Поздней осенью его нашли на обочине дороги, примерзшим к земле, еле живым. И, наслышанные о доброте нашей героини, привезли животное к Ирине Ивановне. Клацаешь, клацаешь. Хороший парень, хороший. Хороший. Поправишься? Поправишься у нас. Его выходили, и в отличие от своего собрата, сегодня он уже бегает на 4 лапах. И только немного походка выдает его прошлую жизнь. В этом доме у каждой собаки и кошки своя печальная история. Очень много животных остается в старых домах брошенных. Вот буквально недавно была история. Нашли собаку, мумифицированную уже, но живую, в ужасном состоянии. Женщина выехала в новый дом, собаку оставила в тряпках, в куче тряпок в старой квартире. Дети нашли. Ну, я ее забрала, конечно, у меня нет условий стационара. Отправила в приют Дархан. Там с ней занимаются, доводят до ума. В добром доме, так прозвали в Томмоте дом Ирины Лебедевой, одновременно содержатся десятки животных. Их всех когда-то предали бывшие хозяева. Здесь им залечивают раны, заботятся, кормят. А взамен эти собаки и коты отдают свою любовь и преданность. И учат людей жить и бороться, даже если кажется, что незачем. Как Кай, ведь он не сдается. Туяра Филиппова, Ренат Нахиев, Томмот, Алданский район. Как душа радуется все-таки таким людям с добрым сердцем, которые могут собрать животных, да, в своем доме, тратить собственные финансовые средства на их содержание. Это не просто ведь. Во все века был такой постулат, что мы должны заботиться о братьях наших меньших. И тем более, как бы вдвойне, наверное, прекрасно, когда люди вместо кого-то начинают эту функцию выполнять, когда кто-то взял, потом выбросил, надоело. Не без добрых людей мир, и это, конечно, хорошо. А мы продолжаем. Напомним, сегодня 2 июня. У нас в студии замечательные шарики. А почему у нас шарики? Потому что лето на дворе, а плюс еще красиво, красоты. А что нам красоты дает? Красоты нам дает не только шариками, но и хорошим питанием, хорошим качественным куриным яйцом. Якутская птицефабрика, которая с 1969 года свою продукцию снабжает ею всю республику, постепенно уже и всю республику. А найти эти прекрасную продукцию это можно где? В фирменных магазинах, киосках Якутской птицефабрики. Да. Вот там, где увидите вот этот известный логотип. Вот эту курочку. Да, знаете, что непременно там находится свежая продукция. Свежее куриное яйцо. А прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Выпуск продуктов питания в апреле вырос на 5,5% по сравнению с апрелем прошлого года. За январь-апрель производство продовольственных товаров увеличилось почти на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Росстата. В частности, рост производства наблюдался в мясе и мясной продукции. Правда, незначительно снизилось производство вареной колбасы. Также выросло производство мороженой рыбы сразу на 14%. Но есть падение производства рыбного филе, консервов. Из молочных продуктов увеличилось производство сливочного масла, сыров и сметаны, однако снизилось производство молока.
Биометрию будут использовать для проверки граждан при входе на предприятия оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов, а также на режимные объекты и сооружения транспортной инфраструктуры. Такие нормы вступили в силу. Также вступила в силу норма закона, уточнившая право граждан на отказ от сбора биометрии. Люди могут оформить отказ в письменном виде, а затем отозвать его, если все же решат сдать отпечатки пальцев и другие сведения. С начала лета биометрические данные будут использовать для идентификации людей при проходе в организации оборонно-промышленного, атомного, ядерного, оружейного, топливно-энергетического комплексов, транспортной и критической информационной инфраструктуры. Новый современный административно-бытовой комплекс для работников базисного склада взрывчатых материалов заработал в Айхальском комбинате. Прежнее здание, построенное в 70-е годы, устарело. В модульном одноэтажном здании есть свет, вода, отопление и теплые полы. Стены из сэндвич-панелей выдерживают морозы до минус 60 градусов. В строительстве участвовали сотрудники компании «Алмаз-Техмонтаж», «Алмаз-Автоматика» и «Алмаз-Электромонтаж». Отдельное помещение выделили под серверную. В комплекс закупили оборудование, мебель, бытовую и оргтехнику. По словам сотрудников, в таких условиях работается гораздо комфортнее. Административно-бытовой комплекс состоит из помещения охраны. Также там находится комната приема пищи. В основном блоке, можно так сказать, находится кабинет раздатчиков, кабинет заведующий, техническое помещение, раздевалка взрывников и раздевалка раздатчиков. Также предусмотрены санузлы. Федеральный университет готовит энциклопедию Лонхо. В этом году планируют выпустить первый том, а до 2027 года подготовят к изданию 5 томов. В первый том будет включена вся информация об лонхосутах, их даты рождения, потомственные роды, разнообразие и тембр голоса. По словам сотрудников института, подготовка энциклопедии Лонхо – это весьма кропотливая и масштабная работа. И началась она еще в 2014 году, благодаря федеральному гранту. Отметим, что это издание станет первым опытом систематизации народного эпоса в мировой эпосоведческой науке. А якутский фильм «Айта» покажут в Израиле. В своем телеграм-канале режиссер самого кассового якутского фильма Степан Бурнашов сообщил о спецпоказе в Тель-Авиве. Показ фильма организован израильским кинодистрибьюторским и продюсерским центром Playhouse TLV. На сегодня «Айта» стала настоящим хитом для якутского кино, заработав более 26 миллионов рублей. Это сделало его самым кассовым проектом в истории кинопроизводства в самом большом регионе страны. В текущем часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. А с 26 по 29 мая в Московской области прошел Всероссийский тематический юноармейский форум «Юнармия. Семья», посвященный 7-летию создания движения. В форуме приняли участие более 600 юнармейцев и наставников из 84 субъектов России, Республики Беларусь и Армении. Якутию представляли 7 человек. И сегодня у нас в гостях участники проекта: Потапов Антон, отряд «Городской патруль» Мархинской средней общеобразовательной школы номер 1, и Кузьмин Александр Николаевич, начальник штаба регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Вот расскажите, пожалуйста, Александр, про вот этот конкурс, где проходил, кто принимал участие, как вообще это было? Первый раз ли поехали якутяне туда или ежегодно принимают участие? Данный всероссийский форум проводится ежегодно в день рождения Юнармии, это 28 мая, и принимают участие практически все субъекты Российской Федерации. В этом году он прошел на базе санаторно-курортного дома в Подмосковье, это учреждение Министерства обороны Российской Федерации. Так как Юнармия был учрежден именно Министерством обороны 7 лет тому назад, на базе вот этого пансионата все действие и происходило. Дети у нас были отобраны весной этого года в рамках
молодежного фестиваля «Мосустар» в городе Якутске мы провели региональный отборочный этап конкурса «Лидеры юнармии». И все дети, которые стали победителями, и поехали на этот всероссийский тематический форум, в том числе и 2 руководителя, и сопровождающие, и вот начальник штаба регионального отделения. Ну, вот говоря про отбор, а как здесь у нас проходил отбор, именно вот какие этапы потенциальным участникам большого форума пришлось преодолеть? «Лидеры юнармии» — это всероссийский конкурс, проводится в этом году в новом формате. Это очно-заочный формат, предусматривает региональный этап, всероссийский заочный этап и финал заочного этапа уже весной этого года, в мае он был проведен по 4 номинациям. Это для детей номинация «Атлет», это для юнармейцев, которые занимаются физической культурой и спортом. Номинация для детей, которые занимаются благотворительством, добровольчеством, это созидатель, исследователь, и для детей, которые занимаются патриотической деятельностью. Вот 4 основных направления. Также для взрослых это лучший начальник местного штаба, лучший начальник регионального отделения юнармии, лучший руководитель юнармейского отряда и лучший наставник. По этим 4 направлениям. Антон, расскажи про участие в форуме, да, вот каких успехов ты добился на форуме? Ну, как сказать вам, я провел там очень хорошее время, но еще сказать там. В первый день мы там устраивались, и, осматривались, можно сказать. И там после обеда там для детей была проведена викторина. Там было всего примерно 20 или 22 станции. Мы с командой прошли примерно 19 из них. На второй день мы поехали в «Дорогу памяти». Вы же знаете, да? Знаем. Да. Мы там, к сожалению, не успели все пройти. После «Дороги памяти» мы пошли в «Авангард». Там мы вечером, примерно к вечеру, посмотрели концерт. Было очень хорошо. А потом, да, понравилось. Потом на следующий день там был отъезд делегаций. Мы же потом ушли на следующий день, да? Мне там больше всего понравилось то, что там провели мастер-классы еще. Вот. Что за мастер-классы? Там мы делали блиндажные свечи. Нам еще провели экскурсию, по-моему, да, экскурсию. Показали откопы. Чем они обкапывают дальше. И потом еще мы что сделали там? Много чего, да, делали? Насыщенная программа. Ну вот, Антон, вопрос тебе вообще такой, а что конкретно тебе, ну как ты думаешь, вот дает участие в этом движении? Что мне дает участие в этом движении? Ну... Что для тебя лично? Я поддерживаю всех. Еще. Какие-то навыки у тебя развиваются, может быть, ты рад этому, или, может быть, там... Я занимаюсь волонтерством. Молодец какой. А вообще, вот кем планируешь в будущем стать? В будущем, конечно же, планирую стать волонтером больше всего. Ну, хочешь помогать людям? Людям. Или самой природе. Природе. Да. Вот, Александр, ну и хотелось бы уточнить, собственно, в итогах вообще участия, то есть какие да, мы вот видим, несколько дипломов тут лежит, мы не зря тут положили, да? Заняли стол. Так. Но в рамках Всероссийского форума были подведены итоги всероссийских конкурсов, и весной этого года был объявлен всероссийский конкурс «Лучший дом юнармии». В прошлом году у нас в рамках республиканского слета был открыт Центр юнармейской подготовки «Дом юнармии» на базе детского подросткового центра. И они приняли участие, и по итогам данного конкурса они заняли первое место во всероссийском конкурсе «Дом юнармии».
был вручен диплом в рамках подведения итогов нашему Центру инармейской подготовки, к чему мы очень рады. Это большая кропотливая работа, это направление военно-патриотической работы среди школьников города Якутска. И также был объявлен итог всероссийского профессионального конкурса «Лидеры юнармии», где наш руководитель, наставник, победитель регионального этапа Томская Симона Симоновна заняла 3-е место в этой номинации. То есть лучший наставник. Также у нас Республика Саха-Якутия. Это второй диплом как раз. Второй диплом. И по итогам всероссийского конкурса нам также делегацию Республики Саха-Якутия выдали всероссийский диплом регионального отделения. И мы очень рады, что наша республика, наше региональное отделение юнармии достигло таких высот. Мы благодарим, конечно же, правительству нашей республики, нашим всем руководителям юнармейских отрядов, наставникам, родителям за постоянную поддержку развития юнармейского движения и развития детей. Антон, а ты вообще давно вступил в юнармейцы? И, Александр, сразу вопрос к вам, как возможно это сделать, если кто-то захочет? Да, года 2 назад. Вступить в юнармию сейчас очень легко. В прошлом году было разработано мобильное приложение «Юнармеец», где каждой школе может самостоятельно скачать и зарегистрироваться, получить идентификационный номер АИС юнармии и уже принимает участие. То есть он отслеживает все конкурсные испытания, различные акции, флешмобы и так далее. И у него присваиваются определенные баллы, где по итогам баллов их можно пригласить уже на различные всероссийские акции, мероприятия, смены, лагеря и так далее. Вот движению 7 лет уже, да, вот можно как-то уже подвести, может быть, небольшой промежуточный итог, скажем так, насколько востребовано у молодежи сегодня это движение, то есть насколько активно они вступают в ряды юнармейцев. Да, в России уже вступило более 1 350 000 юнармейцев. В нашей республике более 8 тысяч юнармейцев уже вступили в это движение. Развивается очень много планов по направлению юнармейского движения. Мы активно сейчас интегрируемся также со всероссийскими движениями. У нас работает сейчас российское движение детей и молодежи, движение первых, наверное, вы все знаете. И в этом плане у нас идет плановая работа не только с нашими юнармейцами, родителями, но и с нашими партнерами, социальными партнерами именно для патриотического воспитания подрастающего поколения. И были подведены, конечно же, определенные итоги, и на следующий год этот форум также будет проведен в день рождения юнармии. Здорово. Ну что, спасибо вам большое, Антон и Александр. Мы еще раз поздравляем вас, да, с таким, событием. Спасибо. Да. Спасибо. Ну и желаем, конечно, развития движению, еще больше таких мотивированных, наверное, и заинтересованных участников. Антон, тебе удачи. Спасибо большое. Ну, а на этом наш эфир подходит к концу. Мы желаем всем, конечно же, плодотворного дня, наступающих прекрасных, замечательных выходных. Летних. Да, самое важное. Да. Чуть не забыл. Думала, забуду, а я не забыл. А ты не забыл. А я не забыл. И оставайтесь, конечно, обязательно на нашем телеканале. В завершении пятничного эфира хотим познакомить вас с очень позитивным певческим коллективом под названием «Поющая душа» из поселка Ленинский Алтанского района. Вокальная студия, объединяющая женщин, как и гласит само название, с поющей душой, была создана в 2018 году и хорошо известна не только в своем поселке, но и по всему Алданскому району. Так как ансамбль выступает на всех концертных площадках. И коллектив, руководимый Любовь Рудометовой, неоднократно удостаивался дипломов, наград различных фестивалей и певческих конкурсов. И в репертуаре песни про Россию, Родину, праздничные и казачьи песни. Вот сейчас одну из них мы послушаем, а вам еще раз желаем отличного настроения, хороших выходных. А в понедельник вновь включайте Якутия 24. Утро Якутии будет с вами. Всем до свидания.